Вы смотрите «Итоги дня», где мы расскажем вам о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот основные темы. Обратиться по ряду вопросов в одно окно. Началась работа Социального фонда России, которая включает в себя деятельность страхового, социального и пенсионного фондов. Единый реестр перевозчиков. Минтранс Республики начнет регулировать работу агрегаторов такси в рамках нового закона об организации перевозок. Уже сегодня начинается реализация. Определены приоритетные направления работы городской администрации Ленска. Вандалы осквернили памятник великому землепроходцу Семену Дежневу, его жене и их сыну. Какая ответственность ждет виновных? Очень холодная воздушная масса сместится на западные, а затем и на центральные районы. В ближайшие дни в Якутии ожидаются экстремально низкие температуры. Матери погибшего военного из Якутии вручили орден мужества. Глава республики Асен Николаев встретился с Жанной Грековой. Ее сын Ярослав героически погиб в зоне специальной военной операции. Он проявил мужество и отвагу при выполнении боевых задач. Потеряв сына, Жанна Валентиновна нашла в себе силы помогать другим матерям, которые столкнулись с таким же горем. Женщина-психолог по профессии, она понимает, что справиться с горем одному сложно. А когда человек осознает, что он не один, получает профессиональную помощь, поддержку, становится немного, но легче. Вместе с другими психологами Республиканского психологического центра при Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Жанна Валентиновна участвует в большой работе по оказанию комплексной психологической поддержки. Работа ведется комплексная, большая, с семьями погибших, с семьями демобилизованных, самими демобилизованными, семьями мобилизованных, кто сейчас на передовой. Работа необходима, потому что те люди, которые потеряли близких, если они с самого начала, ведется сопровождение, то работа горя, вот это вот называется психология горевания, горя, оно идет по правильному пути. И человек выздоравливает намного, как говорится, быстрее и намного лучше себя чувствовать начинает. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников провел рабочее совещание по вопросам подготовки к пожароопасному сезону. Оперативный штаб связался по видеосвязи с органами местного самоуправления. Главы районов отчитались о пожарной безопасности на своей территории. На совещании также обсудили вопросы информирования населения во время возникновения чрезвычайных ситуаций. Напомним, что главные задачи оперативного штаба – это организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году, так как и в прошлом году, идет активная подготовка к пожароопасному сезону 2023 года в соответствии с комплексным планом. На сегодняшний день приняты практически все нормативно-правовые акты. По указу президента Российской Федерации с 1 января началась работа Социального фонда России, которая включает в себя деятельность страхового, социального и пенсионного фондов. Теперь в Якутске и во всех улусных центрах республики граждане могут обратиться по ряду вопросов по одному адресу. Подробнее Галина Чекурова. Социальный фонд России оказывает те же услуги, которые ранее предоставляли Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Специалисты отмечают, что такое объединение позволило ускорить работу фонда, сделало ее более эффективной, так как теперь все федеральные выплаты можно получать в одном месте в режиме одного окна. Пособие, которое выплачивается через Социальный фонд России, выплачивается через один орган по одному заявлению, что очень удобно для граждан. По одному заявлению они могут получить ряд мер социальной поддержки. Специалисты отметили, что прием граждан Социального фонда России осуществляется в единых офисах клиентского обслуживания в Якутске и улусных центрах, которые расположены по адресам действующих клиентских служб. Работа клиентских служб организована таким образом, чтобы граждане могли иметь возможность записаться по предварительной записи. Работает предварительная запись по всем услугам. Единый контакт-центр также осуществляет запись на прием. Единый контакт-центр осуществляет разъяснение
при поступлении звонков. И также граждане могут все услуги подать на все услуги через единый портал государственных услуг. Ну и, конечно же, не отменяется личный прием граждан. В новоиспеченной организации заявили о том, что после объединения фондов установленные сроки выплат пенсий и пособий были сохранены. Галина Чекурова, Виктор Дьячковский, Якутск. С начала текущего года авиакомпания «Полярные авиалинии» реализовала 2991 авиабилет в арктические районы республики по субсидируемым тарифам. Как уточнили в авиакомпании, наиболее востребованными являются рейсы в Батагай, Тикси, Саскалах, Усть-Куйгу и Белую гору. Продажа субсидированных билетов в арктические районы республики и обратно на сегодня открыта на даты до конца марта этого года. Такими билетами могут воспользоваться зарегистрированные в арктических районах жители, участники программ «Земский доктор» или «Фельдшер», «Земский учитель», а также право на субсидированные билеты есть у участников региональной программы по предоставлению жилья учителям и медработникам, работающих в этих районах. Ледовая переправа Чегдат-Томмот через реку Алдан допущена к эксплуатации с 12 января. Также повышена грузоподъемность от 20 до 40 тонн в 5 районах на переправах. На сегодняшний день в регионе функционирует 44 автозимника в 18 районах республики. Всего планируется к обустройству и эксплуатации 51 ледовая переправа. Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. На автодороге Мухтуя проведут ремонт на участках в Ленском и Мирнинском районах Якутии. Также планируется установить автоматический пункт весогабаритного контроля. В этом году на автодороге Мухтуя проведут ремонт на 3 участках протяженностью свыше 37 километров в Ленском и Мирнинском районах Якутии. В 2022 году на участке автодороги Мухтуя протяженностью более 16 километров проводились работы. Но из-за ливневых дождей и проезда большегрузных транспортных средств сверх нормы один из участков был размыт. В сентябре прошлого года провели дополнительные работы с привлечением нового подрядчика. Новые линии освещения, дорожные знаки установят в Якутии в этом году. Также в республике построят почти 1500 погонных метров барьерных ограждений. В текущем году в Якутии установят порядка 9 километров линий освещения и 642 дорожных знака на автомобильных дорогах общего пользования. Об этом сообщает министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев. Также он подчеркнул, что республика стала одним из первых регионов, где заработали 5 мобильных аппаратно-программных комплексов «Авто-Ураган МС». Кроме того, идет установка дополнительных 26 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Минтранс республики начнет регулировать работу агрегаторов такси в рамках нового закона об организации перевозок. Новый закон был принят 22 декабря прошлого года. Так, Минтранс региона будет вести реестр перевозчиков легковым такси и служб заказа легкового такси. Согласно закону, водителям с непогашенной судимостью и большим количеством штрафов запретят работу в такси. Для своей работы водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, но некоторые его положения вступят в силу с 2025 года. 25 лет назад в Мирном основали предприятие «Алроса-Газ». Его задача – снабжение газом алмазодобывающие предприятия. За четверть века сотрудники заложили основу устойчивого снабжения региона газовым топливом. Перевели на газ объекты «Алроса», приступили к газификации частного жилого сектора. Снабжают экологичным топливом газовый транспорт алмазной компании. Запасов природного газа хватает, в планах модернизации основного производства. «Алроса-Газ» ведет производственную деятельность на территории Среднебатубинского месторождения по добыче природного газа и газового конденсата. В эксплуатации находится 11 скважин, более 300 километров промысловых трубопроводов, установка комплексной подготовки газа с резервуарным парком. Планируется строительство нового объекта установки комплексной подготовки газа и газового конденсата. Она повысит промышленную и экологическую безопасность производства.
Приоритетные направления работы городской администрации Ленска определены. Уже сегодня начинается их реализация. Глава города Анатолий Макушев рассказал нам о первостепенных задачах, новых программах и больших проектах, которые планируется провести уже в ближайшее время. Приоритетным направлением работы городской администрации остается программа переселения. Сейчас готовится к сдаче 4 многоквартирных 9-этажных дома. Уже в феврале 2 новостройки планируется заселить. В этом году будет реализован большой проект. Это благоустройство улицы Аюнского. Задача не уходить там на окраины города, а застройкой заниматься в городе. Для этого, конечно, надо расселить те дома, которые сейчас находятся на территории, если мы говорим, Пролетарская, Якутская, Дзержинского до улицы Чапаева. Вот эти вот два квадрата. Сейчас задача у нас первостепенно освободить их, людей, постараться переселить для дальнейшей застройки. Начнется строительство подъездной дороги в микрорайон Теплый Стан и утепление домов. Помимо этого планируется и проведение капитального ремонта. Так, на Ленина 66 и Портовская 24 полностью заменят кровлю. В 2 9-этажных домах по улице Победы 19А и Аюнского 23А будет произведена замена лифтов. Станет светлее в микрорайоне Ханайдах, Чанчик и Мархинский. Пока там освещены только центральные улицы. У нас всегда были проблемы с освещением. Старые лампы то горели, то не горели. А сейчас идешь, светло как днем. Очень хорошо. Ну, нынче более-менее за микрорайоном следят. Дороги чистят частенько. Будет произведена замена светильников на улице Набережная. Запланирован и ряд других мероприятий. Сейчас в плане у нас консолидировать 2 программы. Да, это программа переселения и снос многоквартирных домов и предоставление участков многодетным. Почти 500 семей у нас стоит в очереди, и мы планируем сейчас в первую очередь задействовать участки, дома уже где сносятся, это микрорайон разведчик. Для того, чтобы поэтапно выделять, там есть сети, там есть уже подъездные дороги. А также рассматривается вопрос предоставления многодетным семьям при выделении участка еще и субсидий на строительство или приобретение пиломатериалов. Это и для семей хорошая поддержка, и микрорайон будет развиваться. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Президент страны Владимир Путин подписал указ об объявлении этого года годом педагога и наставника. В первую очередь такое решение принято для того, чтобы продемонстрировать особый статус педагогических работников, в том числе и тех, кто осуществляет наставническую деятельность. Молодой педагог Юлия Савельева после окончания вуза пришла работать учителем начальных классов в свою родную школу. Стаж пока небольшой, всего год, но во всех профессиональных вопросах помогает более опытный наставник. С наставником в основном я работаю с ней. Когда вопросы возникают, я всегда к ней подхожу, спрашиваю, советую с ней, есть какие-то проблемы возникают. Какие-то документации то же самое, то есть она мне помогает. С документацией помогает наставник и делится опытом в профессиональных вопросах. А вот налаживать отношения с учениками приходится уже самой. Юлия Сергеевна, она добрая, очень добрая. Она нас научила читать, писать, много чему научила. Нас очень много, а она одна, и из-за этого, когда у нас что-то происходит, ей очень трудно с нами. Наставником молодому специалисту назначили Юлию Харисову, педагога с 30-летним стажем и с высшей квалификационной категорией. Работа пока складывается, дальнейшую работу мы продолжаем, работаем с родителями. Передаю весь свой опыт, который накоплен многими годами, молодому учителю, и стараюсь поддерживать ее во всех ее начинаниях. Учитель-наставник помогает молодому специалисту в адаптации, выявляет пробелы, выстраивает план профессионального роста и передает свой опыт. Педагог, наставник должен иметь стаж, иметь опыт. Он должен уметь увидеть в наставляемом и в его работе не столько минусы, сколько плюсы. И эти плюсы поддержать. Система наставничества в школах России вечная, потому что всегда есть те, кто только пришел работать, и те, кто уже накопил педагогический опыт и готов им поделиться с начинающими специалистами. Решение президента объявить 2023 год годом наставника и педагога говорит о высоком статусе специалистов в нашем обществе. А мероприятия, которые запланированы, будут еще одним важным шагом для повышения престижа учительской профессии, в том числе и тех педагогов, которые осуществляют наставническую деятельность. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
За 22-23 годы по программе федерального субсидирования отремонтируют 37 школ в Якутии. Из них 13 в Якутске и 24 в районах. Всего для республики выделено около 2 миллиардов 900 миллионов рублей. Одним из образовательных учреждений, участвующих в данной программе, стала столичная школа номер 26. Кроме ремонта старого здания было принято решение о возведении пристроя на территории школы. Директор учреждения отметил, что новое здание рассчитано на 315 ученических мест. Необходимость строительства пристроя, она назрела достаточно давно. В нашей школе обучается порядка 1900 учащихся. Мы третья по количеству школы не только в городе, но и в республике. Очень мы перегружены практически в 2 раза. Поэтому строительство пристроя оно очень необходимо. А что касается капитального ремонта, нашему зданию 40 лет. Оно уже за эти годы, конечно, пришло уже в такое обветшалое состояние. И, конечно, необходимость капитального ремонта назрела достаточно давно. Субвариант омикрон-штамма коронавируса Кракен обнаружили в России. Заболевшего обнаружили в Пензенской области. Случаи заболевания Кракеном зафиксировали в рамках мониторинга данных, ежедневно загружаемых в национальную базу. Иные штаммы в последние месяцы не были зарегистрированы. Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в России и ряде сопредельных государств. В национальной базе данных уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов. К системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов COVID-19. Между тем, в Нерюнгринском районе отмечают снижение заболеваемости ОРВИ. Если в последние недели прошлого года регистрировали около 1000 случаев, то в январе этот показатель составляет 200. В первую очередь это связано с разобращением организованных трудовых коллективов. Также рост заболеваемости не ожидается в ближайшие дни в связи с благоприятными погодными условиями. Тем не менее, все необходимые мероприятия по профилактике заболеваемости продолжаются. Также отмечают и снижение заражения коронавирусом. За новогодние каникулы зафиксировали всего 6 лабораторно подтвержденных случаев. Вандалы осквернили памятник Семену Дежневу, Абакаяде Сючу и их сыну Любиму. Великому первопроходцу отпилили нос. По факту осквернения монумента возбуждено уголовное дело. Виновных ожидает ответственность. Какая, разбиралась Мария Кардашевская. Памятник, олицетворяющий единство русского и якутского народов, установили на перекрестке улиц Кирова и Пояркова в 2005 году. Монумент отлит из бронзы. Она не подвержена атмосферному влиянию, не боится холода, поэтому случайное повреждение исключено. Однако и восстановление тоже требует определенных условий. При минусовой температуре с бронзой работать невозможно. Если даже делается часть, элемент, то он делается в помещении в определенной температуре. И в этом случае, я думаю, где-то займет именно процесс работы 2 месяца. В 2018 году памятник чете Дежневых уже подвергался осквернению. Его закрасили красной краской. Тогда виновного нашли и привлекли к уголовной ответственности. И сейчас снова возбуждено уголовное дело. По факту порчи имущества в общественном месте дознавателем дела полиции номер 2 МОВД Якутска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Департаменте Республики по охране объектов культурного наследия считают, что в этом поступке усматриваются признаки более тяжкой статьи – уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, а значит и более серьезного наказания. Мы рассматриваем там еще одну статью Уголовного кодекса, 243 статья. В чем различие этих статей? В том, что 243 статья она гораздо более тяжелая, чем 214. То есть, если 214 статья подразумевает ответственность до 40 тысяч рублей штрафа и до 3 месяцев заключения, то 243 статья – это уже 3 миллиона штрафа и 3 года заключения. До недавнего времени монумент являлся собственностью региона. Затем его передали на баланс администрации города Якутска. Поскольку памятник чете Дежневых признан объектом культурного наследия и охраняется государством, сейчас рассматривается вопрос об установлении камер видеонаблюдения. Мы в свое время теряли довольно-таки значимые памятники. Вспомним, например,
так называемую башню Тагына, надвратную башню Ленского острога, или соляную лавку, или кружал. Это были бесценные памятники архитектуры, но мы их потеряли именно вследствие недочета ценности данных объектов. Поэтому мы должны все возможно, чтобы такое впредь не происходило. С 2017 года памятник Семену Дежневу, Абакаяде Сючу и их сыну Любиму является объектом культурного наследия. Это часть нашей истории, и мы обязаны его сохранить для последующих поколений. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. Более 300 детей из семей мобилизованных якутян получили новогодние подарки. Благотворительную акцию запустила Общественная палата Якутии. В акции приняли участие Общественная палата Республики, компания «Железные дороги Якутии», Союз женских организаций Республики и другие общественные движения. Отмечается, что на сегодня к работе республиканского общественного движения «Якутия с тобой» по сбору помощи мобилизованным присоединились более 250 предприятий и организаций региона. Пункт сбора гуманитарной помощи расположен по адресу город Якутск, улица Орджоникидзе, 10, вход с торца. Ну а теперь о погоде. От мягкого до экстремального минуса резким температурным перепадом жители Алдана не удивляются. Хотя самочувствие у многих оставляет желать лучшего. Для нормализации состояния у метеозависимых имеются свои способы, рассказывает Татьяна Вахтина. В Южной Якутии зима бывает непредсказуемой и капризной. Еще 2 дня назад столбики термометров держались на отметке минус 10 градусов по Цельсию. Спустя сутки стало чуть-чуть прохладнее, а сегодня ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается 35-градусный мороз. Резкие перепады, конечно, не удивляют, но организм едва ли в силах привыкнуть к таким скачкам. Так реагирую перепадом давления, то что когда какие-то быстрое потепление или наоборот холодно, голова болит, давление какое-то постоянное. Реагирую. Давление то высокое, то низкое. При сильных температурных колебаниях не каждый человеческий организм успевает быстро адаптироваться к внешним условиям. На самочувствии негативно может сказываться как резкое потепление, так и резкое похолодание. От перемен погоды страдают в основном граждане старшего возраста, а также люди с болезнями сердца и сосудов, заболеваниями суставов и патологиями нервной системы. Обезболивающие принимаю, спазган такое, и все. Больше ничего. Ну, чай. Лекарства пью. У меня лекарство специально от давления, я пью. Таблетки пьем, что мы делаем, когда голова болит. У метеозависимых со стажем, как правило, имеются способы, чтобы нормализовать состояние. Между тем, для облегчения самочувствия в период очередного температурного скачка принимать можно те препараты, которые назначил врач. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. К слову говоря, в ближайшие дни в Якутии ожидают экстремально низкие температуры до минус 64-65 градусов. Сильнейшие морозы сохранятся до 16 января на большей части республики. Как информирует Якутская ГМС, с 12 января очень холодная воздушная масса с северо-запада сместится на западные, затем и на центральные районы. В населенных пунктах морозы будут сопровождаться туманами. Отметим, что сегодня холоднее всего в Уснере, где в полдень термометр показал минус 56 градусов. И в Эмиконе там было минус 54. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.